Все мы родом из детства, так сказал Антуан Экзюпери, военный летчик и детский писатель одновременно. Для каждого эта разбитая фраза значит по-своему имеет значение. Для меня это то, что все, что у нас есть сегодня, наш характер, наши пристрастия, почти все начинается с детства. Так и у меня было. В детстве моя мама привлекала меня, приобщала меня, покупала краски, альбомы, карандаши, стимулировала мою любовь к изобразительному искусству. Два ее брата тоже были художниками. Они все были внуками Амета Калафатова, нашего крымско-татарского художника-орнаменталиста. Моя мама, кстати, была хорошей вышивальщицей. Она оформляла свою одежду, хотя основная ее профессия была медсестра, но она постоянно увлекалась вышивкой. Это было ее увлечение большое, глубокое. А я рисовал. Человек должен быть художником в душе и любить это. Это, наверное, такое уже здесь, в голове, то, что руководит и тянет к изобразительному искусству. Наверное, так, наследственно, я думаю. Потому что вот, если, допустим, говорить обо мне, я же, в принципе, нигде этому не учился. Даже ни у кого не учился. То есть у меня не было учителей. Были примеры для подражания. Это мои дяди. Были люди, среди которых я вращался и впитывал это. А также литературу, по которой я покупал. Я как бы являюсь самоучкой, который постоянно увлекался этим и вечерами напролет писал. Я приехал сюда, в Крым, это были тяжелые 90-е годы. Найти работу было сложно. И я так и приспосабливался. То работал инженером, то художником. А на одной из керамических фабрик я работал художником-живописцем. Расписывал керамику. Тогда меня очень сильно увлекала керамика. Это необычный, интересный мир керамики. У меня было желание всегда сделать иллюстрацию к книге. Дело в том, что первыми моими книжками были «Серая шейка» и «Гадкий утенок». И названия такие у них серые, неприятные. И иллюстрации были неважные, черно-белые, совсем не детские. И это меня все время возмущало. Мне хотелось сделать их красочными. Что касается жанра иллюстрации, то здесь, конечно, нужно знать хорошо, во-первых, материал, который ты иллюстрируешь. То есть надо ознакомиться с книгой и, может быть, даже не один раз прочитать ее, для того, чтобы почувствовать ее дух, для того, чтобы почувствовать вообще, что это и о чем, и как лучше это сделать. Для детей это одни иллюстрации, они должны быть сочные, красочные, живые, желательно мобильные, чтобы это было не какое-то статическое изображение, а чтобы была динамика, то есть движение. У меня даже в компьютере, знаете, несколько папок есть. Поделюсь секретом. Проект номер 1, папка. Это одно назначение. То есть у меня таких папок 7 штук, в которых я закладываю те материалы, которые я готовлю для того, что в будущем я мечтаю сделать. Пока я выполнил только одну папочку. Это раскраска для детей. Я думаю, что мы должны сохранить, обязательно сохранить это то, что наработали наши предки. Сохранить и передать детям, чтобы наши дети знали свою культуру, в том числе и орнамент.
Я пишу детские сказки. У меня есть уже несколько готовых. Я к ним готовлю иллюстрации. Мне хотелось бы, чтобы мой вклад был в детскую литературу. Пусть маленький, какой-нибудь сборник сказок с красивыми цветными иллюстрациями, чтобы дети с детства любили книгу. Так уж получается, что художник думает о своей работе всегда. Не только тогда, когда он садится за холст, за мольберт или за компьютер. Он думает всегда, он всегда носит эту идею. Он зреет постоянно, и даже иногда во сне снится, что, как надо сделать. То есть это то, что тебя захватывает, то, что тебя отвлекает от окружающей жизни. Никогда я не стремился заработать больших денег. Это, наверное, романтизм в душе, такой вот романтизм, который удовлетворяет тем, что я умею делать. То есть я умею нарисовать, интересно нарисовать, я умею создать конструкцию какую-то, металлическую конструкцию или строительный проект сделать. Вот создать что-то такое, что будет нужным, востребованным, что будет интересным, красивым, не просто, допустим, спроектировать дом, а чтобы этот дом был с интересной и удобной архитектурой. Когда ты способен сделать что-то лучше, чем было до тебя, и желание удивить, и желание помочь человеку в чем-то, вот это меня всегда удовлетворяло больше, чем, допустим, большое количество денег. Хотя это тоже хорошо, но это не было первой целью для меня никогда. Конечно, для меня семья – это первое. Это то, что я люблю, то, что меня поддерживает, и то, что я обязан поддерживать сам со своей стороны. Часто бывает, что художникам сложно в этом плане жить в семье. Почему? Есть примеров вокруг много. Художник, он замыкается в своей работе, и часто бывает так, что он обделяет свою семью, к сожалению. Семья хочет внимания. Тогда я оставляю свое увлечение, приходится выбирать. Вдохновение я получаю, конечно, от книг, от этих книг, от наших легенд, от наших народных сказок, от нашей природы неповторимой. Можно один раз съездить, проехаться по всему Южному берегу или забрести куда-нибудь на Чатрдак или в Большой каньон. В этом Большом каньоне можно столько идей начерпать, столько там красоты. Конечно, когда это все видишь, душа размягчается и раскрывается, и хочется сделать что-то красивое, похожее.